вот так. Карткировский аэродром стал местом боевых сражений. Здесь бравые ребята учатся стрелять, сдают физические нормативы, запоминают воинские уставы. В общем, каждый день им преподносят что-то новое. Юноши в рамках конкурса проходят ежедневные тренировки, аналогичные тем, что у специальных подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. Каждый день здесь запоминается чем-то особенным. Например, сегодня организована тактическая игра. Слева нападают, справа обороняются. Вместо гранат – взрыв-пакеты. Да и автоматы никого не убьют. Возникает вопрос, а готовы ли эти ребята уже осенью познакомиться с настоящим оружием? Еще не до конца понимают, что такое армия. Там же надо побыть, чтобы ощутить. Вот ребята побудут 5 дней и уже более-менее будут готовы. Самое сложное, по словам служивых, привыкнуть к распорядку дня. Подогнать свой организм под определенное время подъема, отбоя, приема пищи и проведения занятий будет нелегко, но только первое время. Условия хорошие? Так точно! Питание хорошее? Так точно! Довольны всем? Так точно! Я рад. Совет один, что есть закон, гражданин Российской Федерации должен и обязан выполнить воинский долг. Считаю, что не надо волноваться. Понятно, что как и я родитель, как и родители тех призывников, которых отправляют на службу в ряды вооруженных сил, волнуются, переживают. Но все условия в настоящее время созданы для того, чтобы наши призывники достойно служили, достойно защищали родителей, защищали свою родину, и в целом Российскую Федерацию. Как говорят представители военкомата, в последние 5 лет заметна тенденция, как ребята хотят служить в армии. Но что скрывать, волнение перед ней всегда присутствует и у призывников, и у родителей. Анна Зубарева, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Карткировский район.